Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии Елена Знатульна и к темам выпуска. В выходные горела 18-я горбольница. После разведки было установлено, что помещения медицинского назначения от пожара не пострадали. Пострадало 2 офисных помещения. Каковы причины пожара, узнал Искандер Гималдинов. С улиц Казани предстоит убрать 500 000 тонн снега. Работы стало больше. В день делаю по 4-5 рейсов. С какими препятствиями сталкиваются дорожные службы во время уборки? Подробнее Регина Ягудина. Выставка опыта. Как дела? Какими достижениями АПК и путями решения общих проблем делились на 6-й выставке Татагроэкспо, расскажет Рамиль Шайдуллин. Сегодня спасатели назвали предварительную причину возгорания в 18-й горбольнице Казани. Однако сумма нанесенного ущерба еще не подсчитана. И поликлиника, и больница сегодня работали в обычном режиме. Напомним, накануне загорелись офисные помещения на 2-м этаже. В это время здесь находились 22 человека, персонал и пациенты. Поскольку был выходной, посетителей оказалось мало. Подробнее Искандер Гималдинов. Стены в копоти, стекла разбиты, на земле осколки и сгоревшие части мебели. Так сегодня выглядит здание поликлиники. Удручающая картина и внутри. Коридоры залиты водой. В одном из помещений она по щиколотку. Как нам сообщили в управлении здравоохранения, учреждение сегодня работало в штатном режиме. К утру кабинеты уже привели в порядок. Однако остался запах гари, но он тоже выветрится. Обслуживают очень хороший тут. Все нормально. Все как было? Да. Все нормально. У меня просто по времени был прием. По времени приняли, все хорошо, обслужили хорошо. И на будущее записали. Столб черного дыма было видно практически со всех точек города. В воскресенье эти кадры соцсетей заполонили интернет. Пожар вспыхнул в 2 офисных помещениях. Площадь около 60 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 59 спасателей в течение получаса. После разведки было установлено, что помещения медицинского назначения от пожара не пострадали. Пострадало 2 офисных помещения. Работали по 2-му номеру вызова 11 единиц техники. Участвовал в тушении пожара. Еще до приезда спасателей здание покинули 22 человека, персонал и пациенты. Из-за выходного не было большого скопления людей. Огонь не привел к какому-либо существенному ущербу. Больные не были эвакуированы стационарного звена. Из поликлиники вывели 22 человека, причем это 15 человек сотрудники и 7 человек поликлинические амбулаторные пациенты. Предварительная причина возгорания – неправильная эксплуатация электрооборудования. Прокуратура сейчас проводит проверку. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности и при наличии оснований примет меры реагирования. Сумму ущерба устанавливают. Учреждение продолжит работу в обычном режиме. Искандер Гималдинов, Эльдар Софиуллин, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Казань. Казанские коммунальщики вывезли почти 1 000 000 тонн снега с декабря, но разгрести снежные завалы последнего снегопада еще не смогли. Все это предстоит сделать на этой неделе. Пока вывезли половину январского снега. 17 января в Казани выпало 122% осадков от месячной нормы. Это примерно 80 сантиметров снежного покрова, в 2 раза больше обычного. Репортаж Регины Ягудиной. Спустя неделю после снегопада риск не выехать уже с парковочного места. Те, кто в неметели уборки предпочитали ездить на общественном транспорте, теперь садятся за руль своих автомобилей. Но многие машины все еще вязнут. У меня, слава богу, клиренс нормальный. Брал специально для этого машину. Брал для деревни, но приходится вот в городе вот так вот буксовать. На Чапаева ситуация еще хуже. Если где-то сложно найти хозяев, то здесь трудно определить, есть ли вообще автомобиль. Казалось бы, обычная кучка снега. А здесь... Все эти дни Казань переживает настоящий субботник. Практически круглосуточно с улиц вывозят все то, что намело за считанные дни, как, например, из декабристов. В день делаю по 4-5 рейсов.
В зависимости от дорог, как пробки, не пробки. На снегополюк тоже очень много машин бывает, там стоим. Как сегодня заявили в мэрии, менее чем за 2 недели из города уже вывезли почти 500 000 тонн снега. Всего же предстоит убрать почти 1 миллион. Именно столько снега выпало с декабря только на дороге. Это больше, чем за всю прошлую зиму на весь город. У нас есть зимы, когда мы вывозим 650 тысяч, максимум 900 тысяч тонн. Вот здесь 1 миллион тонн. Если мы эти даже 900 рекордных тысяч тонн вывозим в течение 5 месяцев зимы, то нам предстоит побороть 1 миллион в течение, вот, скажем, прошлую неделю все убирали, эту неделю убираем. По словам мэра, с последствиями стихии не справлялась даже техника. Мини-погрузчики, которые город активно закупал для уборки, в народе с любовью именуемые барсиками, на деле оказались котятами. Куда эффективнее стал обычный ручной труд, когда некоторые неравнодушные казанцы сами взялись за лопаты. Раньше-то выходили всем народом, всей толпой. Сейчас мало кто выходит, конечно. Но работаем. Ильсур Медшин призвал наградить таких горожан. Есть у нас плата за содержание дворовых территорий. Там, где жители вышли и сами убирали, справедливо будет эту плату в течение этой недели не взимать. И другие предложения в том числе подготовьте. Как сообщили на совещании, почти очищены дворы Авиастроительного и Новосавиновского районов. Почти 90% дворов Советского района. В Приволжском пока меньше половины. С территории Кировского и Московского вывезли снег, который мог бы заполнить 300 олимпийских бассейнов. Но, по словам главы района, его становится больше. Кто-то специально засыпает снегом уже убранные территории. Фактически хулиганские действия. Вот так было зафиксировано складирование снега прямо на дороге, на остановочной площадке, на дублере Горьковского шоссе, где хулиганы просто сбросили 4 КАМАЗа снега и скрылись. Стабилизируется работа общественного транспорта. За неделю он перевез 4 407 000 пассажиров. Это почти на 5% больше, чем в дни метели. Почти полностью восстановилось снабжение продуктами питания. К 176 магазинам расчищены подъездные пути. Регина Ягудина, Рамиль Шайдуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. В Набережных Челнах уборка снега идет круглосуточно. Ежедневно работает 350 единиц техники и более 1000 дворников. Информацию сегодня озвучили в мэрии Автограда. Грузовики сделали более 45 тысяч рейсов. Вывезено 813 кубометров снега. Наиль Магдеев рекомендовал обратить внимание коммунальных служб на состояние дорог внутри дворов. Если припаркованные машины будут мешать проезду спецтехники, их необходимо эвакуировать. Большое количество транспорта, который нужно эвакуировать и убирать. Разные есть методы. Есть методы убеждения, есть методы эвакуации. Все методы используйте. Те, кто понимает, что временно транспорт на сутки можно и нужно убрать ближе к дому. Наверное, это удобно, безусловно, но это неудобно для того, чтобы вычистить город, как того требует житель. Борьба с коррупцией, защита трудовых прав и социальных гарантий жителей и порядок в сфере ЖКХ. Эти задачи будут решаться в этом году в прокуратуре республики. Сегодня здесь состоялась итоговая коллегия с участием Рустама Минниханова. В числе решенных задач завершение строительства всех долгостроев, а значит решение проблемы обманутых дольщиков. Это первая коллегия на посту прокурора Татарстана для Альберта Суергулова. Социальные вопросы он обозначил еще в первые дни после назначения. Как будут выполнять поставленные задачи в главном надзорном ведомстве, узнала Алия Харудинова. В память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда объявляется минута молчания. С минуты молчания началась коллегия республиканской прокуратуры. Сотрудники ведомства почтили память жертв блокадного Ленинграда. Город имеет особую связь с Татарстаном. Тысячи ленинградских семей и десятки предприятий были эвакуированы в нашу республику в годы войны. 45 тысяч татарстанцев погибли, защищая город на Неве. Работа прокуратуры республики в 2023 году строилась, исходя из анализа текущей обстановки, и была нацелена на обеспечение стабильности в социально-экономических сферах. Практически по всем направлениям прокурорского надзора положительная динамика. В истории остались долгострои, обманутые дольщики, на контроле и долги по зарплате. Мерами прокурорского воздействия погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 650 миллионов рублей. В числе главных направлений в работе Альберт Суергулов обозначил дальнейшую борьбу с коррупцией. Важнейшей задачей ее назвал и Рустам Минниханов.
Коррупционеры подрывают авторитет органов власти. Их незаконные действия причиняют ущерб и недовольство татарстанцев. Примеров и резонансных дел немало. Нужно и дальше в рамках представленных законом полномочий контролировать ход расследования уголовных дел и принимать меры к возмещению причиненного ущерба. Рустам Минниханов особо отметил, в постоянном поле зрения прокуроров должны находиться вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Так, в 12 районах республики проблема сноса не решена. Есть факты некачественного капремонта многоквартирных домов. Прокуратуре следует уделить особое внимание исполнению требований законодательства о надлежащем содержании объектов коммунальной инфраструктуры, о конституционных соглашениях, а также пресечению злоупотреблений со стороны уполномоченных органов власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов. Раис республики подчеркнул, в условиях проведения СВО Владимир Путин поручил обеспечить своевременное и качественное выполнение государственного оборонного заказа. В зоне особого внимания должны быть участники спецоперации и члены их семей. Сегодня противниками России предпринимаются серьезные усилия по дискредитации нашей Родины в информационном пространстве. Распространяются недостоверные сведения о ходе проведения и результатов СВО и иные экстремистские материалы. Необходимо усилить работу по ограничению доступа к подобного рода ресурсам. Сегодня наступило время не только контролировать расходование бюджетных средств, но и оценивать их эффективность. Речь идет о национальных проектах, на реализацию которых было направлено 43 миллиарда рублей. Прокурор республики отметил, что в этом году пора дать оценку эффективности. Алия Хайрудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Рекордные объемы ввода жилья приближают сетевой Армагеддон в Казани. Как успехи строителя обеспечивают грядущий крах коммунального хозяйства, изучили журналисты интернет-газеты «Реальное время». Владимир Путин сегодня зарегистрирован кандидатом в президенты России. Как сообщили в Центре избиркоме страны, решение принято единогласно. Удостоверение кандидата передали через сопредседателя его избирательного штаба Владимира Машкова. Владимир Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Его штаб собрал и сдал в поддержку 315 тысяч подписей. Всего по стране набрали в 10 раз больше необходимого числа. Владимир Путин стал 4-м зарегистрированным кандидатом на выборы главы государства. До этого удостоверение кандидата получили Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Наш кандидат идет как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии, но для Владимира Владимировича принципиально важно увидеть поддержку россиян. Сегодня в России стартовал прием заявлений на голосование в системе «Мобильный избиратель». Она позволяет принять участие в выборах по месту нахождения, а не по прописке. Заявление до 11 марта можно подать в МФЦ, территориальных избирательных комиссиях или через федеральный портал госуслуг. Участковые избирательные комиссии подключатся к приему заявлений 6 марта. В документе нужно будет указать адрес того участка, где избиратель планирует отдать свой голос. Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16, 17 марта. Татарстанский центр избирком запустил специальную акцию «Всей семьей на выборы». Она приурочена к году семьи и предполагает участие в голосовании всей семьей. В Казани сегодня торжественно завершили год педагога и наставника. Для учителей провели большой праздничный концерт в Поволжской академии спорта. Педагогов поздравил Рустам Минниханов. Раис отметил, этот год подчеркнул высокий статус профессии учителя. Республиканская система образования сегодня одна из передовых в стране. Строит школы, обновляет материально-техническую базу, развивается программа поддержки учителей. С церемонии закрытия репортаж Вероники Ганудиновой. Гостей церемонии закрытия встречают учительским вальсом. Танец исполняют 45 пар молодых педагогов. Вот Рустама Минниханова приветствуют будущие учителя. Сейчас они учатся в психолого-педагогическом классе 187-го лицея Казани.
Каждый из нас пришел к этой профессии по-своему. Я, например, решила продолжить дело своего прадеда Дудкина Федора Андреевича и стать учителем истории. Год педагога и наставника подчеркнул высокий общественный статус профессии учителя. Приоритетное внимание, которое уделяется руководством нашей страны системе образования, говорит Рустам Минниханов. Раис отметил, в течение года в республике прошли мероприятия, в которых приняли участие 65 тысяч педагогов. Порядка 36 тысяч учителей получили новые ноутбуки. Возобновлен грант «Наш новый учитель». Республиканская система образования является одной из передовых в стране. В 2023 году реализован 15 мероприятий национального проекта образования. Значительные финансовые ресурсы направлены на строительство, обновление материальной базы школ, поддержку наших педагогов. И эта работа дальше будет продолжена. Хочу сказать вам большое спасибо. На сцене молодые педагоги. Арман Костанян сказал спасибо своему классному руководителю. Он сам уже учитель года Татарстана и в пятерке лучших педагогов России. Для меня, потому что этот год был такой год роста, год развития, ну и, как показал, соответственно, итог конкурса, что такой результативный. В Менделеевске открыли химико-технологический лицей, Татарскую гимназию «Мирас», Центр детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина», Малую академию наук школьников. В районе работают совместные с предприятиями грантовые программы. Благодаря им удалось привлечь 10 учителей. Новый учитель, новый воспитатель, новый директор, новый заведующий. На это выделили 3 миллиона 600 тысяч рублей на один год. На следующий год эти гранты будут продолжены. Общий трудовой стаж Шагаевых насчитывает 1233 года. Алия Шагаева – 56-й педагог в роду. Замыкает сын Айсаф, он 63-й учитель в их семье. В год педагога и наставника они нашли многих родственников. Большинство, как оказалось, тоже учителя. И они разбросаны по всему миру. Любая наша встреча превращается в большой педагогический совет, где мы обсуждаем все насущные проблемы образования. Вы даже не поверите, везде проблемы образования одинаковые. Что в Алмате, что в Праге, что в Костроме, что в Татарстане. В год педагога сделано немало, но многое еще предстоит, говорит глава Минобра Ильсур Хадиулин. Главное – развивать добрые традиции в образовании. Серьезное отношение к учителям, к педагогам, к наставникам. Поэтому мы прекрасно понимаем, что в этом году у нас те проекты, которые были заложены республикой, заданы президентом, раисом нашей республики, это 70 квартир получили у нас в Казани учителя. Данный проект будет продолжен и в этом году. В планах создания музея образования, выпуск книги, посвященной столетию системы образования, открытие сквера и установка памятника учителю на набережной Казанки. Лучшие педагоги республики сегодня получили государственные награды. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Все передовые достижения агропромышленного комплекса в эти дни можно увидеть в Казани. В столице республики открылась выставка «Татагроэкспо». На протяжении 3 дней компании из 35 регионов России и 5 стран будут демонстрировать свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства. Это одна из самых престижных площадок, где аграрии и животноводы делятся опытом и решают стоящие перед отраслью задачи. Сегодня обсуждали импортозамещение. Репортаж Рамиль Шайдульна. Как дела? Он лично приветствует каждого и легко находит общий язык с гостями. Робот Валера – талисман Татагроэкспо. Такой же технологичный и открытый всему миру, как и сама выставка. Главная, конечно же, идея мероприятия заключается в объединении всех представителей агропромышленного комплекса России для обмена опытом и демонстрации достижения предприятий. В 6-й раз Татагроэкспо – это то место, где выставляются последние достижения сельхозотрасли. И с каждым годом все более технологичные. В этот раз в помощь АПК не только зерно и тракторы, но и кромоцентры, микросхемы и квадрокоптеры. Нужно не столько уметь управлять комбайном, сколько уметь управлять БПЛА. Вы совершенно правы. 6-й год компании из Краснодарского края буквально строит агроотрасль будущего, в которой все выполняют дроны. Они сеют поля, затем опрыскивают их удобрениями, поливают, а еще помогают следить за созреванием. Практически в 2 раза экономия посевного материала идет, и, соответственно, урожайность выше. Очень сильно экономит средства, это экономит силы, то есть плюс легче подтягивать молодые кадры в сферу агропромышленности. Свою проверенную годами разработку на выставку привезла компания из Чувашии. Их станок проводит бьюти-процедуры коровам, делает им педикюр. Там моют копыта, здесь обрабатывают.
А для чего это нужно? Это просто гигиена? Это гигиена и зависит на молоко. Поднятие молока. Впервые на выставке активное участие принимают дети. Благодаря первому республиканскому агрохакатону ребята за ноутбуками учатся вести сельское хозяйство. А здесь начинается деловая программа. Импортные вакцины для профилактики, в частности, крупного рогатого скота, уходят с рынка. На круглом столе, посвященном ветеринарии, поднимают вопросы заболеваемости скота. Еще пару лет назад основные вакцины закупали за рубежом. Но теперь, говорят участники, Россия может обеспечивать себя сама. Очень много разработок, на которые почему-то не обращалось ранее внимания по использованию отечественных компонентов. Тех же самых масел для создания эмульсионных вакцин. В России есть возможность... Одна из актуальных проблем – борьба с бруцеллезом. Его в Татарстане не было 30 лет, поэтому не было необходимости в вакцинации. Чтобы остановить распространение опасного заболевания, все зараженное поголовье пришлось уничтожить, а статус региона с благополучного менять на неопределенный. Я думаю, вакцинация не грозит, потому что животные были ликвидированы в очагах. Будем надеяться при соблюдении биобезопасности предприятий, то есть если хозсубъекты отнесутся ответственно, если на территории не будет допускаться посторонний транспорт, посторонние люди без санобработки, дезобработки, думаю, таких случаев не должно возникнуть. Эти и другие волнующие всех аграриев и животноводов вопросы будут обсуждать на протяжении 3 дней. В рамках Татагроэкспо пройдет 20 круглых столов и семинаров, которые охватят все отрасли сельского хозяйства. Здесь же во вторник состоится итоговая коллегия Минсельхоза. Рамиль Шайдуллин, Сан Саитова, ТНВ, Казань. На Казань-Экспо выставка достижений российского агропромышленного комплекса развернулась на 25 тысячах квадратных метров. По 30% площади занимают техника, оборудование для растениеводства и животноводства. Свой продукт здесь представила компания «Агродом Артемида». Одной из востребованных площадок в первый день форума стал стенд компании «Агродом Артемида», официального дилера завода «Комплекс Агро». Она представила зерносушилку «Алтай-65», техника, без которой не представить обработку и хранение урожая. Она позволяет работать с любой культурой и при любых погодных условиях. У нее модель «Алтай-65», то есть у нее производительность 65 тонн в час. Для сельхозтоваропроизводителей особенно ценная универсальность. Сушим товарное зерно, сушим семенной материал. Завод производит в Алтайском крае полный перечень современного элеваторного оборудования, зерносушилки, нори и зерноочистительные машины. Компания «Агродом Артемида» является постоянным участником данной выставки. Зона ответственности Республика Татарстан, Пермский край и Республика Башкортостан. Работаем более 15 лет. На выставке зерносушилка оказалась одной из самых заметных. Это позволило компании показать все преимущества техники и заключить не одну сделку. А также в выставке участвует компания Aral System и мобильный комбикормовый завод. Подробности далее. Если мы сами осуществляем и монтаж, и вот эксплуатацию, и сервисное обслуживание, то мы даем гарантию 2 года. Зеленодольская компания Aral System уже 11 лет занимается разработкой и изготовлением различного промышленного холодильного оборудования. Мы сами конструируем, наши инженеры, проектировщики от нуля, непосредственно от рамы, на которой будет находиться холодильное оборудование, до расчета всех диаметров. Фермерам удобно с нами работать, потому что у нас отлажен процесс работы с казначействами, предоставление всей необходимой документации для предоставления субсидий либо квот. На выставке представили холодильный агрегат для молочного комбината в жилой застройке. Конструкция минимизирует шум. Основная особенность данного холодильного агрегата – это исполнение в корпусе и 3 слоя шумоизолирующих материалов. Стараемся выводить максимальное количество аварий, визуализации аварий, для того, чтобы быстро и оперативно устранить причины неисправности. Реквизиты компании Aral System на экране. Доставка и установка оборудования по России за счет компании. Мобильный комбикормовый завод – это передвижная установка. Она позволяет производить корма с использованием собственного сырья по своим рецептам. В результате они получаются сбалансированными и качественными. Установка работает там же, где хранится сырье, или в местах откорма скота. Сама по себе логистика транспортных перевозок, она на сегодняшний день может составлять в конечном продукте комбикорме до 30-20%. Здесь же сам завод непосредственно приезжает,
в склад, где хранится сырье. Техника – результат белорусско-австрийского сотрудничества. Австрийская установка смонтирована на шасси МАЗа или КАМАЗа. Комбикормовый завод на колесах в час производит до 20 тонн комбикорма для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Это очень высокая производительность с очень высокой гомогенностью. 1 в 100 тысяч. Обслуживает эту установку 1-2 человека. И процессинговая стоимость на единицу продукции, я без всякой скромности могу сказать, что самая низкая в этой отрасли. Компания предоставляет гарантийное и сервисное обслуживание мобильных заводов, осуществляет поставку запчастей и расходников. Это оборудование мы поставляем уже порядка 20 лет. Беларусь, Россия. Если Россию взять, то начиная от Калининграда до Иркутска и Благовещенска. Татарстан мы в этом году уже подписали контракт на поставку. Разработки компании неоднократно оценивались наградами и дипломами. 14-летняя челнинка выиграла конкурс красоты «Мисс Татарстан». Финал состоялся в выходные. Конкурс в этом году прошел в 26-й раз, и за это время он стал ярким событием января. На главную корону претендовали 30 красавиц из разных городов Татарстана. В год научно-технологического развития и в преддверии игр будущего организаторы обыграли тему космоса и искусственного интеллекта. С конкурсантками общался Искандер Гималдинов. 3-й год я работаю в сфере красоты. На подиум в космических платьях выходят все претендентки на звание «Мисс Татарстан». Сначала мини-презентация, где каждая поделилась, чем занимается сейчас и о чем мечтают. Важна не только природная красота, но и внутренняя красота и то, что у тебя исходит изнутри. Самое главное, чему учат на этом конкурсе, это верить в себя, быть уверенной. После презентации самая эффектная часть шоу – дефиле в купальниках. По итогам первых двух для решающего интеллектуального раунда жюри выбрало 10 финалисток. Они облачились в вечерние платья и ответили на вопросы нейросети. Идеалами красоты, к которым мы стремимся, это, конечно же, спортивная, ухоженная фигура. В этом возрасте девушки у нас участвуют в конкурсе от 14 до 23 лет. И, конечно же, ухоженность и готовность выйти на сцену, она необходима так же, как всем спортсменам. В итоге «Мисс Казань» стала 16-летняя Александра Кочергина. Главную корону «Мисс Татарстан» выиграла 14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов. Искандер Гималдинов, Дмитрий Аринин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Сегодня динамовцы Татарстана отмечают день рождения физкультурно-спортивного общества. Их поздравил руководитель администрации Раиса Татарстана, председатель ФСО «Динамо» Азгат Сафаров. «Динамо» Татарстана гордится своими известными на весь мир чемпионами Олимпийских игр, мира, Европы и страны. Среди них легендарные и прославленные фехтовальщицы Наиля Гелязова, лыжник Федор Симашов, легкоатлеты Гульнара Самитова-Галкина и Елена Мигунова, стендовики Светлана Демина и Василий Мосин, тяжелоатлет Андрей Диманов, волейболисты Екатерина Гамова и многие другие. Уверен, легендарное движение и впредь будет играть весомую роль в спортивной жизни нашей республики и в судьбах тех, кому близки ценности дружной семьи динамовцев, говорится в поздравлении Азгата Сафарова. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Здравствуйте! В Татарстане в предстоящие сутки ожидается оттепель. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтаси, Кукмаре и Высокой горе облачно. Пройдет снег. Температура днем 0-1. Ночью 4-5 градусов мороза. В Буинске, Апастово-Кайбицах температура днем также около 1 градуса мороза. Ночью 6 градусов мороза. Здесь тоже облачно, снег. В Черемшане, Аксубаево, Мамадыше тоже осадки. Температура днем 1 градус со знаком минус. Ночью -3. В Нижнекамске, Агрызе и Менделеевске пасмурно. От 1 до 2 градусов мороза днем и 2-3 градуса ночью. В Альметьевске, Лениногорске и Бугульме облачно. Прогнозируют снег 2-4 днем и 2-3 градуса мороза ночью. Оттепель обещают и в туристических городах республики. В Свияжске облачно, снег, температура около 0 днем и -5 ночью. В Болгарах днем тоже 0, ночью -4. Здесь тоже осадки в виде снега. В Елабуге пасмурная погода. Температура в течение суток 1-2 градуса ниже 0. В
Казани прогнозируют облачный и снежный день. 0 градусов днем и -4 ночью. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер около 5 метров в секунду. Он будет дуть с северо-запада. Влажность 87%. Магнитное поле Земли спокойно. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи.